У мужчин самая большая слабость — это женщины. Мужчины могут быть богатыми или бедными, здоровыми или не очень, худыми, полными, высокими, неважно какая культура или язык, у всех одна слабость — женщины. И Аллах, велик Он и славен, сотворил женщин такими, что часто они забывают об этой мужской слабости и не понимают, как плоха эта забывчивость. Когда не сходит аят с повелением женщинам опускать взоры, они говорят: «О, я могу это сделать». И спрашивают: «Неужели это так сложно? Почему мужчины не могут так же просто опустить глаза?» Те отвечают: «Вы не понимаете». «Чего мы не понимаем? У вас глаза, у нас глаза. Такая же сетчатка. В чем проблема?» Видите ли, они не понимают силу желания, которое Аллах Субхану ва Тааля вложил в нас, обозначив как первичное желание. Номер один среди желаний. Они сотворены прекрасными в глазах мужчин. Мы испытываем влечение к женщинам. Фитна номер один. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, боялся за мужчин из своей уммы из-за женщин, потому что это серьезная проблема. И если бы жены это понимали, то вместо осуждения своего мужа: «Почему ты такой слабый? Как это ты не можешь контролировать свои глаза?» Вместо того, чтобы раздражаться, лучше признать, что это творение Аллаха, Субхану ва Тааля. Роль жены — поддерживать своего мужа и делать его сильным. Она может это делать, оберегая его от искушения, а не читая ему лекции. Знаете, есть еще один момент, который так важно понять женам. Ваш муж ходит на работу в офис, едет на электричке, в метро. Там есть ужасно одетые женщины. Они сидят и улыбаются каждому, стараясь, вы знаете. Все это имеет отношение к их самооценке. Их не уважают за их интеллект, не уважают за их мнение, и они думают: нас будут уважать, если мужчины увидят больше наших, стыдно сказать. И они одеваются так неприлично, потому что мужчины смотрят на них, их самооценка повышается. И я чего-то стою, люди на меня смотрят. Это ужасно и грустно. Потом вы приходите в офис, секретарша вам улыбается, спрашивает: как у вас дела, что у вас на обед? А, вы поститесь? Это так мило. Ну, вы знаете, она вам улыбается. Вы идете домой, и встречные женщины улыбаются вам. А потом вы приходите домой, вы открываете дверь, и сразу вопрос: ты где был? Поезд задержался. Каждый день задерживается, все понятно. И каждый день этот хмурый вид. Первый день хорошо, на следующий день ладно, а что будет через 10 таких лет, через 20? У мужа быстро появляется чувство обиды. Даже если он ничего не говорит, внутри него растет возмущение. И есть простое, очень простое решение от пророка, саллаллаху алейхи вассалям: улыбка жены, когда муж приходит домой. Вы знаете, насколько это важно? Это совсем не пустяк. Мужа ранит, когда он приходит домой, а жене все равно. Это выводит его из душевного равновесия. Он может и не сказать ничего, но это причиняет ему очень сильную боль. И это вредит отношениям, и может вылезти боком. Их обидели, они выглядят расстроенными за ужином. Опять мало соли. Затем они срываются на детях. А теперь тот же сценарий, но немного измененный. Жена открывает дверь мужу с улыбкой на лице. Просто улыбка. Это нетрудно. И что же? Вечер проходит как по маслу. У него хорошее настроение. Он разговаривает с ней. Он не скажет ей: «Не могу разговаривать, голова болит». Так бывает. А с чего все началось? Всего лишь простое движение жены. Это простое, но очень эффективное решение. Если вы им не пользуетесь, проблемы накапливаются и растут. Вот откуда все эти разводы. Потому что муж больше не хочет видеть свою жену, она раздражает. И муж, и жена должны понять одну вещь. Они должны заботиться друг о друге. И вместо того, чтобы просто ждать этого, поставьте перед собой цель — заботиться о своей второй половинке.